10 сентября в Удмуртии проходят досрочные выборы главы республики и выборы депутатов Госсовета региона 6-го созыва. Все 1205 избирательных участков открылись ровно в 8 утра. Те жители, которые не могут проголосовать по месту прописки, сегодня голосуют по специальным заявлениям по месту пребывания. То есть с обыкновенным заявлением, если вы написали и в заявлении прописано, на какой избирательный участок вы придете, вы используете заявление обыкновенное, их выдавали до 4 сентября. А вот после 4 сентября выдавали заявление только специальное. По данным на 12:00 проголосовали почти 14% от числа тех, кто внесен в списки. Активнее всего на участки идут в Каракулинском, Юкаминском и Можгинском районах. Среди городов лидирует Сарапул. Одно большое достоинство, наверное, если раньше приходили люди, все-таки в списках выбирали, за кого голосовать, то сейчас идет избиратель уже заранее подготовленный, проинформированный и знающий, за кого он будет голосовать. То есть около стендов практически не стоят, не выбирают, а сразу заходят, получают бюллетени и идут в избирательную кабинку, там уже и в кабинке долго не задерживаются. Большинство из тех, кто пришел с утра на участки, говорят, для них важно исполнить свой гражданский долг. Корреспонденты ИА Удмуртия спросили, а на что бы сами избиратели обратили внимание, будь они первым лицом республики. За спорт, за детей, чтобы они занимались в спортивных школах, чтобы занимались бесплатно, всякие кружки. Самое главное для меня, чтобы они не занимались тем, чем не нужно. У нас проблемы с дорогой, так вот. Валединский район. В первую очередь, наверное, положение пенсионеров. Я сам пенсионер. Все-таки цены растут, пенсии не растут. Экономическое развитие. Чтобы взятки не брали. Мне больше всего близки вопросы культуры, конечно. Мне бы хотелось, чтобы больше молодежи было задействовано в реализации культурной и национальной политики. Мне бы хотелось вот именно национальную культуру уделить внимание больше. Но я думаю, так и будет, наверное, с новым главой. С точки зрения моего мужа, он бы больше обратил внимание на чистоту в городе. Вот чистота и культура. Напомним, голосование завершится в 8 часов вечера.